Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет бегать за вами как одержимый? Давайте посмотрим. Посмотрим на ваше будущее. Давайте посмотрим до конца лета. Хотите, назначьте свой срок. Вот именно кто прям так сильно влюбится, забудется и будет бегать как одержимый за вами. К добру ли это, либо нет, давайте все это узнаем. Просто загадайте на себя, ни о ком не думайте. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, но вы еще не знакомы. Вы еще не знакомы, вам еще предстоит познакомиться с этим человеком. И бегать этот человек будет за вами, прям потеряет как-то контроль над собой, над своей жизнью, потому что испытает к вам какие-то невероятные чувства. Ну вот знаете, как током пробивает, мне идет, да, как электрический какой-то разряд, ну либо как молния шуганула в него. И, кстати, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но энергия молодого тела идет, молодого духа. Кто-то молодой мне идет, прям, ну, наверное, сильно молодой. Может, и не сильно, но вот прям молоденький мне идет. Молоденький. Явно разница в возрасте. Ну, как бы вы визуально тоже очень молодо, красиво выглядите. А он прям именно по паспорту молодой мне идет. Молния попадет. Молния. Почему молнию показывают? Может быть, в этот день действительно какая-то молния будет. Гром, молния. Все сойдется. А может быть, потому что настолько сильный вот эмоциональный заряд этот человек от вас получит, либо благодаря вам сгенерирует, что будет казаться, что молния попала, либо ток, да, там 10 тысяч вольт через себя человек пропустит. Ну, понятно, что это шутка, да, 10 тысяч вольт, это прям никто через себя пропустить не может, это уже все, билет в один конец, но тем не менее, да, но вот сила такая мне идет, эмоции, впечатления, и прям сердце такое, вау, и поплыло. Смотрите, молодая энергия, сейчас хочу проверить, действительно ли такой молодой или глупый, да, вот две крайности могут быть. Ну вот сразу вам говорят, следующий месяц от того месяца, в котором смотрите эту отсыпку. Либо новолуние. Если смотрите эту отсыпку сейчас, когда я ее сделала в начале июня, значит, новолуние у нас после 14 числа, да? Готовьтесь, девочки. И вот мужчина сам вышел. Нет, он не глупый, он действительно молодой, но мужчина в полном расцвете сил. Мужчина, который... Ну, допустим, возможно, он такой, знаете, там работа, бизнес, учеба, то есть ему некогда было там по девочкам ходить, или у него так случилось в жизни, что он там не сильно девочками интересовался в силу своей занятости, либо целеустремленности, а тут такое, а тут вас увидел. И, ну, как башня падет, да, падет его эта башня, защита, либо что у него там было. Ну, конечно, по косе это ж какие эмоции. Не зря вам про молнию сказала. Ой-ой-ой, вот это накроет мужчину. Ну, это любовь с первого взгляда и встреча в каком-то публичном общественном месте. Может быть, еще и отдых. Там на пляж пойдете, либо поедете на отдых. И тут вот такой вот красивый молодой мужчина просто испытает удар тока, либо в него молния попадет. У него характер какой-то такой, знаете... Он себя в руках держит. Вот. Он очень долго держит себя в руках. Он не позволяет себе слабостей. И, видно, уже так долго себя держал. И тут вас увидел, встретил, и все. Потечет у него там везде и отовсюду. Хорошо. А что вот у него там с характером, с манерами, с поведением?
Но это же ненормально, когда человек как одержимый начинает за женщиной бегать, даже если сильно влюбленный. Это уже как-то, знаете, настораживает на самом-то деле. Я-то думала, там какой-то бывший выйдет. А нет, это новый вышел. Ну, просто интересно, да? Очень интересно узнать. Не, ну вы ему какой-то родной покажетесь, знакомый, родной. Может, вы очень похожи на кого-то из его родных людей. Может, у него была возлюбленная, да, и он ее потерял. Ну, вот именно не расстались, а именно потерял. Ну, понимаете, в каком смысле. И тут он увидит вас, а вы прям один в один, да, с этой возлюбленной, которая ушла безвременно. И вот его там поразит эта молния, он такой, точно, это перевоплощение, это реинкарнация, либо там еще что-то себе придумает. И он прям, да, крыша потечет, чердачок промокнет. Мне, знаете, какая энергетика идет? Что он весь в цепях. И эти цепи он надел на себя, вот полностью себя так цепями скрутил, 7 замков там, значит, застегнул, и он не дает себе права личного счастья, да, на личное счастье. И, возможно, он там какой-то обет взял, либо хочет постриг принять, да, не знаю, монахом стать, либо каким-нибудь там этим представителем культа, ну, не обязательно, да, христианство, потому что другие есть религии. И вот он решил уйти от людей, от мирской жизни, отказаться сознательно от любви, от счастья, от плотских утех, от семейности и посвятить себя там, служению Богу, да, либо науке, либо еще чему-то себя посвятить. Да? Вот какие-то у него такие настройки в жизни произошли. Но опять же, им есть причина, какая-то вот причина его к этому подвела. Ну, допустим, да, как я сказала, могла быть возлюбленная, он ее потерял, и он решил, что все, типа, никого другого не полюблю, никто другой не нужен. Может быть, причина то, что он разочаровался, да, разочаровался во всем мирском, и он такой, все, не хочу, мне это все не нравится, мне это все не подходит. Там человек, ну, сознательно решил от всего этого уйти, да. Может быть, какая-то еще другая проблема, но явно что-то его к этому подтолкнуло. И вот он прям настроен, да, может, это его будет там последнее какое-то путешествие, крайнее путешествие. Он такой, ну вот типа отдохну и все. Может, он с каким-то рабочим визитом будет там, где вы окажетесь. Знаете, как я вижу? Я вижу, что вы ему поможете. То есть, допустим, он там ходит, не знаю, там ищет какой-то адрес, вы видите, мужчина суетится, и вы по доброте душевной подойдете и скажете, чем помочь, типа, что подсказать, я тут местная. Может быть, там у него что-то упадет, там выпадет из рук, да, а вы как раз мимо будете проходить, и вы поможете, поднимете, там, дадите ему в руки. Может быть, еще что-то будет. Мне идет, что вы ему какую-то помощь оказываете, внимание, даже не помощь, а больше внимания уделяете. И, ну, может, он не особо там рассматривает женщин и мужчин, но когда вы уделяете ему внимание, понятно, что он прям рассмотрит ваше лицо, он увидит ваше лицо. И вот тут вот эта вспышка произойдет. И когда эта вспышка произойдет, этот мужчина просто вот он потеряет контроль над собой, вот эти цепи, замки разом разлетятся в разные стороны, да, вот эта свобода дышать полной грудью. И он действительно себя слабо будет контролировать. Вот такой всплеск адреналина, эмоций, дофамина, вот, ну, разные там могут быть, да, составляющие, гормоны, там, эмоции, прочее. И, ну, тут любовь с первого взгляда. И здесь желание не просто взаимности, здесь желание стать вашей тенью, стать вашим ковриком, да, под вашими ногами. Просто накроет, да, мужчину очень сильно накроет. А многие девушки испугаются, скажут, ой, маньяк какой-то, да, либо дурачок какой-то, да, мало ли там, что у человека там отклонения, допустим, какие-то есть. Но нет, я не вижу у него прям серьезных отклонений, опасных для вас. Я вижу просто безумно влюбленного человека, который действительно вот как-то был далек от мирской жизни и, скорее всего, хотел вообще навсегда отдалиться. И тут его как бы пробьет этим током, там, стрела Амура, как хотите, так и называйте. И, возможно, так высшие силы задумали, да, чтобы этого человека оставить среди мирян, да, среди обычных людей в обычной жизни. То есть, возможно, у него есть какая-то задача,
есть предназначение, есть какой-то очень серьезный потенциал, да, и ему просто вот вас показали. Я сомневаюсь, что вы ходите и всем подряд мужикам помогаете. Но, как бы, да, будучи даже доброй, хорошо воспитанной девушкой, ну, согласитесь, это ненормально. Вот. А тут вы прям захотите помочь. Либо вот первое, что в голову придет, это помочь, да, как-то проявиться к этому мужчине. Почему? Непонятно. Вы и сами себе не сможете объяснить. Но, опять же, если это задумка высших сил, то понятно. Сейчас я еще хочу это проверить. Да, ребят, тут именно высшие силы стараются. И эта встреча, она будет не простой, а как подарок и для вас, и для него, для того, чтобы можно было изменить какие-то, ну, ужасные реалии, с которыми вы сталкиваетесь, либо можете столкнуться. Причем оба. Смотрите, вы нужна этому мужчине, чтобы он не ушел в какой-то свой далекий и странный мир, среди людей остался, а он вам нужен для того, чтобы вам в чем-то помочь, какую-то защиту, да, вам предоставить. Тут не идет речь о том, что вот все, любите друг друга и размножаетесь. Нет, здесь именно про то, что вы друг другу нужны. Очень нужны будете в тот момент, когда вы встретитесь. А встреча у вас, судя по всему, либо в следующий месяц, либо новолуние, да, сразу после новолуния случится. Ну да, он будет за вами бегать, он начнет с вами очень активно знакомиться, он начнет там вас куда-то звать, приглашать, приставать, просить телефон, просить соцсети. Как-то, вот знаете, очень возбужденно себя будет вести. И понятно, что это выглядит, ну так, немножко ненормально. Но с другой стороны, он располагает, да, у него честные глаза, у него открытый взгляд, у него открытое лицо. И он прям располагает. Еще раз говорю, у кого-то будет как во сне, как в тумане. То есть вы обычно не ходите никому на улице не помогаете, особенно мужчинам. Да? Может, женщинам, детям помогаете, животным, но не мужчинам. А тут вы, во-первых, помогли этому мужчине, либо заговорили с ним, ну что-то сделали. Во-вторых, вы как во сне даете ему там свой номер телефона, либо социальные сети. В-третьих, вы с ним соглашаетесь, я не знаю, там выпить кофе, либо какой-то холодный напиток выпить. И вот как бы оно все закрутится, да, у вас это все закрутится. Ну, когда вы сами с собой будете наедине, вы будете задавать себе вопрос, а что на меня нашло, да, какой белины я объелась, что я так себя веду. Но на самом деле, да, там мы видели по солнцу, все-таки это как высшие силы, это как благость дают и вам, и мужчине. Бегать он за вами будет, он будет окружать вас своим вниманием, он будет там за вами готов пойти и в огонь, и в воду, и на любой движ Париж согласиться, но не будет там какого-то, знаете, этого, что вот все, спи со мной, и там хочу, не могу, да, куплю, люблю и полетели. Вот этого не будет. И, возможно, это тоже будет вас по-своему подкупать, да, потому что мужчины в основном что? С женщинами знакомятся ради именно интимной близости. А этот как бы высокодуховный мужчина, ему интересно с вами время проводить, ему интересно с вами общаться, ему интересно смотреть вам в глаза, там, держать вас за руку, стихи вам читать, либо, не знаю, что-то там, да, обсуждать с вами, какие-то философские вопросы. И это тоже будет подкупать, потому что, ну, он такой есть, это его природа. Для него, я так понимаю, все-таки важна больше душа, чем тело. Ну, как бы и тело тоже важно, но душа на первом месте. Вот. Он вам будет честно говорить, что он, ну, не такой, и он вообще не знает, что с ним случилось, и откуда такие сильные эмоции, и как вот он дошел до такого состояния, до такой точки. И он это все прям будет вам описывать, ну, свои какие-то переживания. И он будет говорить: я очень счастлив, я не знаю как, но я очень счастлив. И да, я там хотел навсегда куда-то уехать, там, отдалиться от людей, уйти из мира. Но благодаря тебе вот я здесь, я живу, я счастлив. Ты там моя звезда, моя надежда, мое сердце, там, мой кислород. Ну, красиво будет говорить. Но надо отдать должное, он мужчина не глупый. Вас тронет его история, я вижу, вы будете его искренне жалеть. Знаете, пожалеете, как ребенка, почему-то мне идет. Вот почему я сказала, что он молодой. Скорее всего, да, из-за того, что вы его жалеете, как ребенка. А с другой стороны, вам с ним тепло, вам с ним интересно, вам с ним хорошо. Вы с ним о каких-то проблемах забываете. Вот это мне еще идет. То ли он будет решать ваши проблемы, то ли давать советы, то ли
действительно, вот он так на вас влияет, что вы забываете с ним о каких-то проблемах. Ну, у кого-то сразу вот прям и роман может случиться буквально там, ну, по-горячему, да, в течение недели вы уже закрутите какой-то безумный роман с ним, а у кого-то вы вот, ну, как, знаете, Ромео и Джульетта, да, у вас там типа чувства, эмоции, но такие высокие, да, эмоции. Но опять же, все зависит от того, где вы встретитесь, в каком вы возрасте, что у вас там, да, у кого-то он точно муж дома сидит, этими ушами, да, усами шевелит, а у кого-то, ну, возможно, и нету мужа, даже парня нет. И почему бы вам не согласиться, да, зачем упускать такой момент? Так, а что нужно знать? Что нужно знать? Какое-то, может быть, осуждение, непонимание, особенно со стороны подруг, родственников. Могут отговаривать, могут говорить, что «Господи, ты что, с ума сошла, где ты его взяла, ты ничего про него не знаешь, кто он такой, какого рода племени». Там все в тумане, непонятно, он птица перелетная, сегодня здесь, завтра там. А ты что будешь делать? Он какой-то странный, он какой-то сомнительный, подозрительный. Ну, в общем, много грязи польется. И почему-то вот ваши люди, то есть там родственники, подруги, да, кто за вами стоит, они как-то, знаете, очень сильно против него окрысятся. Может быть, потому что ну, они вас любят, да, и не склонны доверять чужакам. А может быть, потому что они по-своему будут завидовать тому, как произошло ваше знакомство, как развивается ваш роман, как этот мужчина к вам относится. Да? Вот, ну, есть такое. Ну, согласитесь, даже самые близкие могут завидовать. И очень много противников у этих отношений, особенно с вашей стороны будет. Там буквально вас будут за руки, за ноги от него отрывать и говорить, что ты типа с головой не дружишь, что ты творишь, а вдруг он там действительно какой-то преступник, либо с преступными намерениями. Ну да, жизнь происходит в мире, это понятно, но опять же, здесь больше именно, знаете, вот как на зависть мне идет, да, позавидуют. Многие с вашей стороны вам же позавидуют, что вы познакомились с таким симпатичным мужчиной, и у вас такие высокодуховные отношения, ну, либо высокодуховные-страстные отношения. А мужчина ради вас даже может что-то такое вот придумать, предложить, что вот я там все бросаю, либо я там продаю свою недвижимость, где я живу, да, и переезжаю к тебе. Либо давай все бросай, поехали со мной. Либо давай все бросим и вместе куда-то там в третьем направлении уедем. То есть какие-то безумные будут предлагать вам идеи, от которых у вас прям сердце в пятки будет уходить. Ну не потому что страшно, а потому что это настолько азартно, настолько это необычно, настолько вот он вас просто будоражит этим, да, что он такой смелый, что он на все готов, что он там прям для вас и небо, и луну. Ну, вас так еще не добивались, да, либо вас так еще не любили. Вот именно как-то, знаете, вот мне идет смесь высокодуховных, высокоромантических чувств. И они так вот прям переплетаются очень органично. И это никак не, ну, скажем так, не напоминает какой-то роман «Африканские страсти» и не напоминает просто времяпрепровождение, да, людей. Обычно как у нас все начинается? Люди знакомятся, потому что они друг другу понравились. Потом первая мысль – это типа переспать, да, особенно у мужчин. А потом, да, люди начинают друг друга влюбляться. На самом деле, да, узнают друг друга лучше и влюбляются. А у вас как-то сначала любовь приходит, а потом вы узнаете друг друга лучше. И любовь такая прям высокодуховная, прям подчеркиваю это, да. Не в постели затащить, а именно вот общаться, видеть, наблюдать, вот как-то время проводить. Ну, что есть, то есть, девочки. Да, будет бегать, да, будет добиваться, да, будет там предлагать безумные идеи. И вас это все будет будоражить, соответственно. А потом, как вы решите. Если это действительно какой-то курортный момент, ну, запросто может быть, либо там на даче где-то с кем-то познакомитесь, но все равно придется там возвращаться к рутине, к обычной жизни, там уже будете решать. Если вдруг вы надумаете связать жизнь с этим человеком, то я бы на вашем месте все-таки не спешила, да? Не спешила, и там есть ряд причин. Я не хочу вам их называть, вы сами потом поймете, что это за причины. И также могу вам сказать, что
как я это ощущаю, да, вы друг другу даны для того, чтобы друг друга поддержать. Поддержать в самый, например, там, узкий момент, либо темный момент жизни. То есть, может, вы за что-то переживаете, расстроены, либо маетесь. Может, там, как я говорила, мужчина там решил полностью уйти, отдалиться от людей, куда-то уехать, в науку уйти, там, в монастырь уйти. Вы как эти два спасательных круга друг для друга. Вот. Это прям такой самый правильный, может быть, не совсем корректный, но правильный ответ. И вот эта поддержка, она, конечно, ее сложно оценить словами, даже умом сложно оценить, но она будет, и вы ее будете чувствовать. Даже если вы там после тяжелых отношений, даже если у вас там, например, проблемы в браке, и вы там думали, что ну куда же я денусь, да, либо что мне делать, то благодаря этому мужчине вы все свои проблемы эти порешаете. Ну и его среди людей тоже оставите. То есть вы ему тоже покажете ту сторону жизни, от которой он хочет убежать и уйти навсегда. Я не могу сказать, чем закончатся ваши отношения. Я всего лишь могу сказать, с чего они начнутся. Но я не вижу, что вам стоит опасаться этого мужчины. И не вижу, что он сознательно либо неосознанно причинит вам какой бы то ни было вред. Наоборот, от него я вижу только лишь блага, дары и блага. Помощь, действительно какие-то подарки, участие, подсказки. Там, ну, как бы конкретно будет стараться, ну, как этот рыцарь без страха и укора. А вы его прекрасная леди, да, ради которой он там мотивируется, совершает какие-то подвиги, ну и так дальше. Да, ждать уже недолго. И этот момент, он действительно и вашу жизнь потрясет, взбудоражит вас очень сильно. И вот кто из девчонок уже чувствует выгорание, либо чувствует, что вот там время уходит, я там становлюсь старше, выгляжу хуже, либо у меня там судьба какая-то не такая. Но вот эти мысли навсегда от вас уйдут, потому что вы поймете, что вы такая, как есть, вы самая правильная, вы красивая, вы молодая, есть за что вас и любить, и чем восхищаться вас, да, это все есть. То есть самооценку, да, этот мужчина поднимет вашу самооценку, так мне идет. И смотрите, еще один вариант тут показан. Ну, он не у всех проиграется, но у кого-то точно проиграется. Какого-то женатого мужчину показывают. Женатого, с кем у вас в прошлом что-то было. Причем было, ну, может быть, там, пару раз, да, может, и один раз было. Может, вы узнали, что он женат, и сразу его там блоканули. Ну, либо вы поставили вопрос ребром, и он такой тык-мык, и вы такая, ну все понятно, не надо. А мужчина, который, он так, во-первых, соскучился по вам, изголодался, и еще у него проблемы с этой его женой, ну, либо гражданской женой, там, с кем он живет. И вы для него как золотая рыбка, да, потому что рыбка показана. Он считает, что вы рыбка, которая у него на крючке. И он считает, что достаточно вас поманить, либо что-то вам такое сладенькое пообещать, и вы все растаете и будете к его услугам, да, исполнять его желания. Ну, золотые рыбки, они же, да, желания исполняют. И вот он к вам проявится, причем проявится достаточно, знаете, ну, скажем так, с обманом, да, он проявится. Он скажет, что я ушел от жены, я там подал на развод, потому что я там тебя люблю, тебя хочу, там, ну, как бы замануху эту всю вам кинет. И прям буквально, даже если вы ему откажете, он начнет быть вашим сталкером, он будет вам там написывать, либо названивать и обвинять вас в том, что вы там стали причиной его развода, что вот он из-за вас пошел на эти крайние меры, а вы теперь, значит, динамите его. Тут даже не бегать за вами, а вот как сталкером вашим становится. А я вам объясню. У него, да, действительно проблемы с этой его женой, и, скорее всего, она его решила бросить, и, скорее всего, он такой, знаете, гулящий. И роман у него, например, был не только с вами, там, но и с кем-то другим еще. Может, там жена на горячем застала, терпеть не стала и, в общем, его прогнала. И он действительно подумывает о том, чтобы, ну, скажем так, обзавестись еще одной такой женой-терпилой и дальше как бы жить не тужить. И вы женщина ресурсная, красивая, умная. Вот он такой, ну, типа, вот такая мне подходит, да.
Вот он вас считает своей золотой рыбкой. Да? Рыбка, которая уже на крючке. Но на самом деле он очень сильно ошибается. Никакая вы не золотая рыбка, а уж тем более не его. Какая рыбка? Вы владычица морская. Это что вообще за унизительная такая позиция? И на крючке на самом деле не вы. И никогда и не были на крючке. Вы сама себе хозяйка, и поймать вас на крючок это невозможно. Но нет такого рыбака, который бы поймал вас на крючок. Вот. А у него, значит, вот эта вот самонадеянность, либо там эгоизм, нарциссизм, что-то очень сильно раздутое. Так что он еще может быть вашим девочке-сталкером. Это не у всех отыграется, а вот у кого-то, у кого был роман с женатым мужчиной. Ну, либо там какая-то близость была, либо просто познакомились, потом узнали, что он женат. Он вашу доброту, либо хорошее воспитание принимает за слабость. Но это не вы, это не про вас. И еще с левой стороны показывают образ, ну, скажем так, женщина, которая вами пользуется. Это может быть и родственница, и подруга, может быть и какая-то коллега, и начальница. То есть она вами пользуется. Когда ей нужно, она становится прям вашей роднулечкой. Она как будто бы к вам прирастает, да, пиявочкой вашей становится. Когда необходимость проходит, либо она получает то, что ей нужно, она сразу же там вас отсекает, забывает о вашем существовании напрочь, ну и дальше живет, там, кайфует, наслаждается жизнью. Видно, ей что-то очень сильно понадобится от вас, и она действительно будет за вами бегать, уговаривать на что-то, упрашивать, даже может унижаться перед вами. Да, такая, у нее лица нет, она может что угодно делать. И, возможно, вы как бы это все прекрасно будете улавливать, понимать, но вот чтобы она отстала, вы можете с ней согласиться. И если вы так поступите, то вы открываете дорогу в никуда. Вернее, вы уже ее открыли, да, пора ее закрыть. То есть эта схема, система будет постоянно проигрываться. Вот когда ей нужна ваша помощь, либо нужна затычка, да, в каком-то деле, она будет искать вас. У вас прекрасная возможность сейчас эту женщину раз и навсегда послать. Причем послать далеко, на небо за звездочкой. Не упустите этот шанс, не церемоньтесь с ней. И она только лишь понимает грубые слова, жесткие, грубые матерные слова. Вот. Все остальные слова, там, объяснения, разговоры, что-то там ей прорисовать, это не поможет. Только лишь в жесткой форме посылать на 3 буквы. Это единственный ваш шанс раз и навсегда эту женщину от себя отвадить. Вот и все. И не переживайте. Ничего она раздувать не будет, ни о чем она рассказывать не будет, потому что это не в ее интересах. Заткнется и уйдет, да, и больше не подойдет. И еще и будет при встрече там держать лицо, типа вы с ней подружки. Никому не расскажет о том, что произошло. Но если вы в очередной раз согласитесь, то она будет на протяжении, не знаю, всей жизни вашу кровь пить. И это прям тяжело. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.